Знаете ли вы казахский язык? Да, знаю. Откуда вы его знаете? Родной язык. А знаете ли вы казахский язык? Нет. Нет. А хотели бы знать его? Нет. Желания нет такого. К сожалению, не знаю казахский. А хотели бы знать? Да, пытался учить. Понимать понимаю, но не разговариваю. У нас в семье разговаривают на казахском языке, и я считаю, что казахи истинно должны знать. Должны разговаривать на своем языке. Раз мы живем в Казахстане, мы должны разговаривать на своем родном языке. Если любит свою родину, патриот своей родины, тогда и будет говорить. А если так относится, тогда не будет говорить. Енді ол өзінің отанын сүймейтін адам, ол қазақша білмейді, отанын сүю керек. Өзінің отанын сүймеген адам тілін білмейді. И вот в этих словах, наверное, очень многое сказано. Когда любишь свою родину, любишь свой народ, ты просто обязан начать говорить. В этом нет ничего сложного. Наступило время уважать себя, наступило время познавать себя, вот познавать свою историю. Пусть мы начнем именно с Кобланды. Да, я хочу принять участие в этом проекте, потому что для меня очень важно на самом деле выучить государственный язык, родной язык. Такое корневое знание вот, на уровне эпосов. Это, конечно, очень привлекает, очень интересно. Я хочу знать культуру, историю, литературу, ментальность, мировоззрение своего народа, к которому я принадлежу. Даже через вот этот проект, несмотря на то, что он абсолютно нестандартен и уникален, можно изучить и понять казахский народ, культуру и начать разговаривать на казахском языке. Это как раз, наверное, то, чего нам сейчас очень сильно не хватает. В связи с глобализацией, в связи с современным темпом жизни. А вот эта попытка остановиться на мгновение и обратиться взглядом в прошлое, чтобы найти себя настоящего. Согласно преданиям, Кобланды-Батыр в 15 веке защищал родную землю от захватнических набегов калмыков. Таким героя видели современники. Ученым удалось точно восстановить облик героя по останкам. Черты лица восстанавливали в Московской лаборатории антропологической реконструкции. Амуницию для скульптуры воссоздавали, ссылаясь на легенды и археологические раскопки. Могила Кобланды-Батыра была обнаружена в 1969 году, но изучать останки стали лишь спустя 30 лет. Их анализ подтвердил личность похороненного Батыра. Останки Кобланды-Батыра были захоронены с почестями на его родине, в Кабдинском районе. Монумент, установленный здесь, будет свидетельствовать о героическом прошлом сына своего народа, а место близ небольшого села Жиренкопа в Актюбинской области уже назвали святым. Это актриса Айнур Турганбаева. Она – лицо проекта «Кобланды наизусть». Зрители помнят ее по фильму «Шуга», снятого по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Айнур воспринимает свой новый статус как почетную и ответственную миссию. Для нее это продуманный и выверенный шаг. 6000 эпических строк наизусть. Дерзко и неожиданно. Именно такую методику изучения государственного языка предложила искусствовед Земфира Ержан. Презентация проекта «Кобланды наизусть» состоялась в мае 2009 года на National Business Forum в Алма-Ате. Идея моментально обрела массу сторонников. Если учить язык, его надо учить на самых высочайших образцах. И этим образцом является эпос. По Кобланды, я считаю, это удивительный проект, очень правильный. Все это очень концептуально. И самое главное, все-таки, надо вот этот прекрасный образ, идею, космос казахской культуры его объяснять. Поэтому я считаю, вот этот проект, что мы должны сформировать вот это ядро, должны на голую идею привести людей, и каждый из них, если начнет время, там, ресурсы, деньги, то постепенно, не спеша, эволюционно, мы это количество людей разовьем. Первая группа желающих изучать казахский язык столь неординарным способом собралась под эгидой Центра гуманитарных проектов и инициатив. 3 тренера – искусствовед, культуролог и лингвист – все лето на волонтерской основе раз в неделю проводили общие и индивидуальные занятия. Основная цель нашего проекта состоит в том, чтобы кардинальным образом изменить существующий на сегодня
отношение к казахскому языку в современном обществе. Наша цель — показать его красоту, его богатство, его лексическое многообразие. И поэтому в качестве основного предмета изучения в нашем проекте выступает казахское эпическое произведение «Жыр Кобланды». Изучая Кобланды Батыр, мы узнаем историю казахского народа, его традиции, героев, на которых на протяжении многих столетий воспитывались наши предки. Кешегі өткен заманда қара қыпшақ Қобланды, атасы мұның Тоқтарбай халықтан асқан болды бай. Байлығында есебі жоқ. Шөл иесі сұңқар қиясыз, еш нәрсе көрмей дүниеден, өткенім деген тұяқсыз. Тоқтарбайдың зарына қалың қыпшақ қайысқан. Денемнен шыққан балдырған, шахизанда қасірет, жаратушы құдірет, қызыл басқа біздімбет. Қозымды сізге тапсырдым, Алланың досы Мұхаммед, жалғызыма жәрдемет. Люди, которые сейчас участвуют в проекте, это люди, которые реализовали себя в бизнесе, в политике, в культуре. Все они знают по нескольку языков, но казахского, своего родного языка, они не знают на достаточном уровне. Я думаю, для всех, для нас этот проект — это как поклон родному языку. Мы говорим: я склоняю перед тобой голову, мой язык, пусть он не нужен в нынешнем мире для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы набить себе живот или купить навороченную технику, но это наш долг, и это наша возможность причаститься к чистому роднику. Для Жанат Бердалиной, руководителя крупной международной аудиторской компании, эти слова не пустой звук. Участие в проекте для нее внутренняя и осознанная необходимость. Процесс для меня невероятно тяжелый, даже физически. Первый урок, 2, для меня это было состояние такого ошарашенности. А вот уже где-то, наверное, 3, 4, может быть, даже 5 происходит ощущение такого открытия. Причем открытие внутри себя. У меня вот такое уже на протяжении вот нескольких недель происходит какое-то вот такое самопогружение и самоговорение. То есть я сама себе рисую образы. У меня почему-то на ум приходит какая-то мелодия. Инфинитивная форма будет табу. И причастие, образованное от этого глагола, будет... Участники пилотной группы говорят: магия текста завораживает. Им передается энергия слова, спрессованного веками. Қазір қазақ тілін оқытатын әдістемелер, құралдар өте көп. Бірақ бұл құралдармен тіл үйренген кезде ол тіл тірі болмайды екен. Мен соны байқадым. Ол тілді адам қолдану мүмкін, жақсы сөйлеу мүмкін, бірақ жанымен сол тілді сүйе алмайды екен. Ал сол тілді сүю үшін оның тамырынан барып сусындатуымыз керек екен. Ал сол тамыры осы жырда жатыр екен. Я очень хочу выучить Кобуланды наизусть. Я хочу изучить этот эпос, я поддерживаю этот проект. Это очень интересный проект. Изучение самого текста в подлиннике, в оригинале, это безумно интересно. С точки зрения понимания культуры народа нашего Казахстана. Это вопрос вот моей собственной природы, моей собственной сущности, моей связи с предками, всего моего того, что я смогу передать своим детям. Кобланды наизусть
Для меня это символ веры в будущее нашего народа. Мақсаттарыңызды қойдыңыздар алдарыңызға, ендеше тоқтамай жете беріңіздер. Тренинг по изучению казахского языка. Наш тренинг впервые был презентован в мае этого года на бизнес-форуме, который проходил в Алматы. Изначально проект был рассчитан на достаточно узкий круг людей, но энтузиазм первопроходцев оказался заразительным. Проект «Кобланды наизусть» стал пополняться целыми коллективами. Региональный финансовый центр Алма-Аты после первого пробного занятия практически в полном составе выразил готовность и желание влиться в ряды участников проекта. Для меня, честно говоря, было очень приятно, что, обратившись к нашим сотрудникам, мы получили полную единодушную поддержку. То есть все сами пожелали участвовать в этом проекте. Дорогие друзья, уважаемые участники пилотного проекта «Кобланда наизусть», сегодня у нас знаменательный день. Мы подводим итоги нашего пути в 300 строк. Самые маленькие участники нашего проекта – Колосова Екатерина и Колосова Елизавета. Пожалуйста, расскажите нам, что вы выучили. Ат үйренен адасқан, қалың қыпшақ тізіліп, қасына қоны жарасқан. Пилотный проект длился 3 месяца, и вот официальное признание первого успеха. Все 11 участников получают сертификаты. Ел үмітін ақтаймыз, ер намысын сақтаймыз, Атадан қалған мұрамыз, Кобланды жырын жаттаймыз. Мне кажется, это не тот проект, который для кого-то, это проект, прежде всего, для самого себя, для твоей души, для твоей идентификации какой-то собственной. Когда мы это будем изучать, мы будем изучать не просто историческую личность, но мы погрузимся в эту эпоху, будем знать, чувствовать, как жили, как чувствовали. Это очень интересно. Не просто будем знакомиться с текстом, но с нами будут работать профессионалы в области литературоведения, там, проблем изучения мифологии и так далее. То есть, на самом деле, здесь еще будет очень серьезное культурное влияние со стороны этого текста. Сказать, что это просто изучение языка, это не сказать ничего, потому что, в первую очередь, вы погружаетесь в удивительный мир. Вы получаете понимание таких вещей, как философия, культура, история, обычаи, традиции, миропонимание, поэтика. Это менталитет, это все. И вот изучение, чтение эпоса Кобланды, пусть это сказка, это легенда, да, но там невероятный язык, невероятные примеры мужества, героизма народа, пример национального героя, то, чего нам сейчас очень сильно не хватает, недостает. Исторические документы, проанализированные историками, подтвердили версию о том, что Кобланды Батыр не просто эпический герой, а историческая личность. Данные о храбром воине Каракипчаке сохранились в эпосах многих народов мира. Около 2000 актеров рассказали о жизни Кобланды Батыра. 300 артистам пришлось учиться верховой езде и держаться в седле не хуже, чем воинам 15 века. На поле у открывшегося мемориала Кобланды были разыграны сражения с участием героя. Место захоронения останков Батыра уже назвали святым. Установленный на родине Кобланды мавзолей будет рассказывать посетителям о героическом прошлом воина.